Есть любители вот таких вот жареных пельменей. Это мой завтрак. Вчерашние пельмени, пожаренные, всю жизнь вот так вот любила, еще с детства. Именно вот вчерашние пельмени на утро, когда вот так вот с корочкой на сливочном масле поджарить и поесть. Так, ну это так, небольшое лирическое отступление. Все мои позавтракали уже, разошлись, а я не успела. И это мой завтрак. Давайте со мной завтракать, друзья. Только не подумайте, друзья, конечно, эту всю тарелку, все эти пельмешки я не съем, всю тарелку пельменей. Я не съем, это слишком много для меня. Хочу показать вот что. Вы знаете, помните, когда еще у меня была дочка в гостях, ну, на мой день рождения, на 26 января приезжала, она тогда купила, тут у нас рядом есть такое, ну, бойня, где продают кур резаных и продают потрошки. Вот она, чтобы ей нужно было сделать рулет, попросила меня купить печенку оттуда куриную. Ну, так как у нас печенку они отдельно не продают, я купила все вместе. Купила почти, по-моему, даже 15 килограмм этих потрошков мы купили. Потому что 10 килограмм я себе взяла, а 5 она себе хотела, ну, печень. Ну, ей тут домой тоже печень только нужна была. Она оставила эти у меня, желудочки у меня. И вот мне стало очень жалко выкидывать жир, который на этих вот желудках. И поэтому я вот вытащила тогда этот жир. Видите, сколько его. Я его уже нарезала. Мясорубку пачкать не захотелось. Конечно, было бы в идеале хорошо на мясорубке перекрутить, но не хочу ее пачкать. И тогда еще заморозила, видите. И вчера с вечера вытащила, чтобы разморозился этот жир, чтобы я его перетопила в баночку и поставила. Мне жалко стало, очень даже жалко, потому что, ну, это нормально, хороший жир, почему бы и нет. Делать зажарку на супы, на борщи, на супы, на что-то, поджарку. Даже можно и с растительным маслом, когда картошечка жарится. В принципе, я это делаю всегда. Мне очень жалко выбрасывать жир. Обычно, тем более куриный, ну, такой вот хороший жир. Так что вот, буду перетапливать жир. Это у меня вот утренняя процедура такая, считайте, сегодня. Так, друзья, вот у меня сестра в гостях и мама. Добрый день. Раз ты бы. Первый раз в этом году черемшу едим, вот, угостила нас, я приехала в гости. У меня стояла немножко черемши, хотела сделать вареников. Она говорит, я не ела в этом году еще. Ну, давай, я говорю, потушу вам ее. Вот потушили черемшу, не стали ждать, что я что-то приготовлю. Так попробовать, без вареников. Да, вареники, говорит, долго, а я хочу их так поесть. Так что вот, встречаем пока вот быстренько. Что было, накрыло нам, все собрала. Вот так вот наш обед. Ну, чуть-чуть рановато, но ранний обед. Да. Сестра моя приехала аж с Осетии, поэтому проголодалась. И вот решили поесть черемши они. Вот так вот хочу показать вам и сестру, и маму. Вы все время просите меня маму показать. Вот такие вот у нас дела, друзья. Молодая я, они все старые. Приезжайте. Приезжайте, пожалуйста, к обеду, посмотрите на стол. Черемшу едим. Я камеру выключила, мама говорит, а я же ничего не сказала. Я бы, говорит, сказала, приезжайте к нам на обед, и поэтому включила Они снова камеру. жадные, боятся, что вы приедете. Так, значит, масло я уже перетопилась, у меня сейчас буду заливать. Так, я надеюсь, видно. Вот такое вот. Не могу точно, видите вы или нет. Пахнет, между прочим, очень даже ароматно. Так, буду процеживать вот через это и сюда. Я также и утиный, ну, утины я делаю на пару, и утиный жир вот так вот перетапливаю. Еще знаете, что я перетапливаю? Когда вот варю гусей и уток, даже вот на бульоне, когда жира бывает много, я его тоже снимаю с этого бульона
И тоже потом перетапливаю немножечко. И тоже меня здорово выручает. И главное, вкусно же еще, чем там на растительном масле или на топленом масле. Эти жиры очень полезны. Мне кажется, по крайней мере. Домашнее же все. Но эти курочки, конечно, у меня не домашние. Покажу вам потом готовый результат. И вот у меня получилось от этих вот пол-литровых 2 баночки. Вот такая вот маленькая баночка. Все. Пока оно не закончится, я буду добавлять зажарку эти масла. Так, найду крышечку от этой баночки. Все. А раньше, когда я была маленькой, наверное, моего возраста и чуть постарше, которые помнят это, обычно, вы знаете, как делали масло наши мамы? Перетапливали жир говяжий, добавляли туда растительное масло. Вот моя мама так всегда делала, ну и многие женщины, которых я знаю, добавляли туда растительное масло, перетапливали это все. И у нас, например, у моей мамы даже вот ведрами стояло это масло, литров 10, даже 2 ведра могло по 10 литров стоять. Но это все на всю зиму, на весь период. А потом снова. Но обычно у нас, мы жир не покупали, у нас отец всегда разводил скот, мы резали своих. Ну, поэтому жир из своих там бычков, коров, что там он резал, вот так вот перетапливался и ставили на зиму. Раньше же не было таких вот. Во-первых, раньше не было масла. Вот я помню, что не было масла, не пахучего, было только пахучее, а на нем зажарка все-таки не такая вкусная была. Хотя у нас и топленое масло бывало, но почему-то вот такой вот жир, особенно с таким жиром нам нравилась жареная картошка. Вот именно вот с говяжьим жиром жарить картошку на ней тоже бывает вкусно. Вот так вот, друзья. Вчера, когда я жарила картошку, у меня тоже там было половина жира, половина растительного масла, и тоже было очень вкусненько. Так что вот так вот, друзья, пошли мы дальше. Так, друзья, солнце прямо светит в лицо. Проводила свою сестру. Иду домой. Дело в том, что не захотела она, вернее, она хотела остаться с ночевкой, но ей позвонил сын и сказал, что там, где ее сношеница, по-моему, едет в гости завтра. И поэтому она уехала вовремя, чтобы поехать. Видите, в каком я даже в летнем платье. У нас на улице тепло и тепло. Хотя она ругалась, почему-то не накидываешь на себя ничего. Но тепло, действительно. Вот сейчас просто немножечко ветерок поднялся. Вот представляете, какое солнышко, какое у нас тепло. Ну, прямо вот я не знаю, что такое. И действительно, в принципе, может быть, хотя это не хорошо, может быть и хорошо, но это не нам судить, хорошо или нет. Но, по крайней мере, так, сейчас я смогу открыть глаза. Никак очки себе не куплю. По крайней мере, снег бы должен был быть, чтобы был урожай. И единственное, что последние годы, у нас последние 2-3 года, уже бывает, что весной заморозки, весной идет снег, уже когда цветут сады, особенно бывают заморозки, подмерзает все, в прошлом году тоже, а потом и этот град, который бывал. Но опять-таки это по воле Всевышнего, нам об этом неизвестно, что будет. Как будет, так и будет, как говорится. Но пока хорошая погода, будем радоваться. Просто у нас нет снега, скучаем по снегу, а люди, которые живут, где холодно и снежно, скучают по солнышку. Ну, вот как-то так, друзья. Пошла я дальше. Теперь надо будет мне... Хочу дома почистить ковры свои, очень грязные ковры. В коридоре дорожка такая ковровая. И в зале, который лежит у меня ковер, ну, ужасный ковер. Мне надо его почистить. Так что побежала я. Посидели мы с мамой и сестрой, поговорили. У сестры уже сноха. Сидела, рассказывала, что ей уже ничего по дому делать не надо. Я ей позавидовала. А мне надо работать, у меня снохи нет. Ну вот, как-то так, друзья. Ой, друзья, запарилась. Все-таки, конечно, я уже не молодая делать такую работу.
этот ковер, это убийство какое-то. Ну, вот как только появится свободная денежка, я его заменю. Его так сложно чистить. Вот очистить, чтобы вот эту вот белую полоску, я ее чистила, наверное, часа полтора, но все равно она как-то, вот как мне хотелось бы, конечно, не очищается. Ползала, коленки даже болят. Ой, теперь вот еще в этом в коридоре, который лежит, нужно тоже почистить его тоже хорошенечко. И главное, эти, как их, волосики от кошек тоже. Фу, даже запыхалась. Но все-таки, когда вот чисто, приятно, если честно. Ну, еще сейчас буду мыть полы. Хорошо, у меня швабра есть. Девочки уехали. Никого нет, пока еще не приедут. Старшей, наверное, вообще долго не будет, скорее всего. Ну, посмотрим. Ну, Мадинка, может быть, еще и будет забегать, но такую работу я ей не буду давать делать. Так, хочу вот эту монстеру мою выкинуть все-таки, друзья. Она у меня... Так, вот так вот. Видите, она у меня все-таки пропала. Я ее, наверное, все-таки... Или, может быть, срежу, может быть, с корня что-то новое пойдет. Но это уже вот ерунда. А надо пересадить этот земелькал, что ли, как-то такое название у него. Горшок маленький надо пересаживать, купить землю. Каспер, вот твоих волос и Моськиных волос тут навалом, конечно. Вот такие вот, друзья, у меня дела. Так, надо и вот эту дорожку почистить. Ой, ну это оно здесь не белое, так что вы не думайте, что она грязная, она вот такого вот кремового такого цвета, но все равно надо сейчас драить еще час, если самое меньшее. Вот такая вот у меня сегодня небольшая генеральная уборка. Уже вот третья стирка висит с утра. Каждый раз меняю, высыхает, заношу. Купила мне дочка вот эту вот сушилку. Я купила за 1200 такую высокую, большую. Представляете, 2-3 раза повесила вещи. Ну, когда пацаны брали себе что-то, с одной стороны, бывал перевес, она несколько раз упала и сломалась. Настолько ее было плохо сделали, не знаю. Ну, это прочно, если честно. Хотя Хадижа говорила, что нужно, чтобы и здесь были эти. Ну, она мне ее принесла как раз к дню рождения, но сказала, мама, не показывай на день рождения, такие вещи не дарят. Ну, купила вот мне такую сушилку, мне она нравится, по крайней мере. Вот вывесила то, что постирала. А раньше, друзья, не было никаких этих вешалок, сушилок. Все вешали на улице. Видите, на улице темно уже поздно, когда я убираюсь, уже 7 часов, 8 час. Ой, надо идти готовить что-то. Честно, устала. Вы знаете, уже вот завидую женщинам, у которых есть снохи в доме. Никак не дождусь, чтобы у меня тоже была сноха. Очень бы хотелось, конечно. Но. Надеюсь, будет. Мне бы ничего не надо было. Вот лишь бы вот эти уборки бы она делала просто. Ну, сейчас могут меня осуждать. Вы что, женитесь, чтобы у вас кто-то там, ну, типа, занимался этим для этого? Но нет. Просто все равно женить же их надо, но убираться-то она в доме будет, я надеюсь. Тем более у нас это так заведено. Я не буду все на нее перекладывать. Хозяйство будет на мне. И вообще так, по ходу, что я могу, конечно, я буду делать. Но вот хотя бы вот такие вот вещи, если бы она мне делала, я бы была благодарна. Там помыть полы, почистить те же ковры, ну, прибраться, там иногда посуду помыть. И то бы большое ей спасибо было бы от меня, друзья, не знаю. Ну, очень нужна невеста, но нужна помощница. Невестка нужна в доме, молодая, чтобы была помощница все-таки. А я не успеваю. Ну вот сегодня здесь приберусь, а завтра уже опять по новой. О том же там на кухне генерировать. На кухне генералила позавчера, до конца не успела. Только вот эту кухонную стенку хорошенечко почистила. Мне еще надо
газ-плиту почистить, прямо с духовкой внутри. Ну, короче, объем работы большой. Не буду вас долго задерживать. Ну вот, показала, как вот молодая, я молодая невеста сегодня убираюсь. Я, в принципе, не люблю показывать, как я делаю уборку, потому что, ну, мне кажется, это в моем возрасте показывать, как я делаю уборку, делать какую-то мотивацию на уборку в моем возрасте, не знаю, мне кажется, не стоит. Но немножко показала, что я все-таки, как я делаю, не показала, а что делаю, показала, потому что я ползала по этому ковру. Это было бы не очень-то красиво. Так, мои дорогие, сейчас займемся ужином. Конечно, устала сегодня очень. Ну, что поделать, устала, не устала, готовить надо. И я начала чистить дорожку, после как сняла, показала вам, что я делаю. И так думаю, что готовить, что готовить. У меня всегда вот эта вот мысль бегает, я не знаю, по-моему, она у всех у женщин, чтобы приготовить. И потом решила все-таки, давай-ка я отварю суп, сделаю из фасоли. И тем более я вместе, когда размораживала жир, я разморозила вот эти вот немножко тут сердечек и говяжьи, говорю, и желудочки куриные. Дело в том, что фасолевый суп у меня Ибрашка не будет есть, а как раз будет идти с работы. Для него приготовлю, ну и для него, и для нас. Добавлю много лука, видите, огромные 2 луковицы. И пожарю просто эти желудочки. Так, масло я не буду наливать в сковороду, сковорода горячая. Фасолевый суп у меня уже варится, друзья. Фасоль сварилась, потому что я ее поставила, ну, когда я чистила дорожку, решила, быстро забежала, поставила фасоль варить. И сейчас вот поставила варить тыкву. Хочу очень, как давно купила ее, лежит она у меня. Так, масло я не добавляю, потому что здесь есть жир. Мне моя старшая дочь рекомендовала, мама, не добавляй жир. Когда я очищала их, это вот цветик я же сняла, я его, видите, не полностью сняла, оставила все-таки. Вот так вот. Без воды, без масла, без ничего, просто они будут у меня сушиться в собственном соку как бы. Сюда что очень любит эти желудочки, сердечки. Вот так вот. Так, накроем крышкой. И теперь нарежу лук, добавлю вот много лука, как только немножко потушится, добавлю немного лука. А фасоль у меня уже сварилась. И, друзья, если кто не знает, есть еще, знаете, такой этот... У меня я зашла, когда фасоль еще не была хорошо сварена. Сейчас просто поставлю молоко кипятить, чтобы добавить сюда. Я в фасоль добавляю молоко, друзья. Ну, иногда добавляю и, конечно, или томат, но у нас в доме любят больше с молоком. Вчера весь Кантышево объездили, чтобы купить домашнее молоко, потому что в пачках мне показалось слишком дорого все-таки. Но больше не буду домашнее покупать. Ну, прямо синюшнее, по-моему, не знаю, неужели сюда воду добавляют или что. Но оно совершенно не жирное. Сейчас, пока желудочки у меня жарятся, вскипячу молоко, чтобы холодное молоко не наливать туда, в этот суп. Поставлю кипятить молоко. За это время просто нарежу лук. Ну, пока отключу. Так, и вот видите, сколько собственного сока, масла растопилось. Вот они еще немножечко потушатся, и я добавлю лук. Лук я нарезала, но 2 головки мне показалось все-таки слишком много. Это вот фасоль. Так, боюсь, телефон будет. Видите, она у меня густая уже, и картошка, и зажарка там. Сейчас закипит молоко, и я налью туда молоко. И все. Супчик фасолевый наш готов. Я сама обожаю фасолевый суп. Мама тоже его любит. Так что поедим. Так, и вот, друзья, блюдо почти готово. Я добавлю красный перец, черный перец. И все.
сюда теперь наливаем молоко. Оно уже горячее, кипяченое. Видите? Так. Варежку испачкала сюда. Боюсь молоко испачкать. Теперь так, минутки 1-2 оно покипит, супчик покипит. Сюда нужно вот так вот черный перчик. Уже, конечно, поздновато. Маме я кашу, правда, уже давно отдала, потому что это на ночь маме уже не очень-то пойдет. И поздно я ее не кормлю после 7. Так что это уже наш ужин поздний такой. Так вот, друзья. Все, теперь закипит. Сейчас закину еще лавровый листик сюда и зеленушку. Так, друзья. Я еще забыла, что я же за это время еще успела приготовить салат из морковки. Но готовила я его не сейчас вечером, а днем, когда у меня была еще сестра. Почти весь тазик я приготовила. Ну, мы поели, конечно. Он ей очень понравился и взяла с собой салатик. Так что у нас полноценный ужин. Подождешь немножко. Индюша кушать хотят. Так. Так, и тыква готова. И самое главное, друзья, тыква все-таки я попробовала, не удержалась. Очень вкусная. Но я, правда, положила сахар. Но она в этом единственный раз, первый раз в этом году я ем тыкву, которая, видите, сухая. Она, вот сколько не покупаю, она вся влажная и влажная. А это прям очень хорошая. Покупала я тоже, когда возвращалась хотела сказать, с работы. Сегодня сестра тоже насчет работы со мной разговаривала. Когда возвращалась с больницы, на дороге у нас продаются, и там я ее купила. Ой, очень вкусная. Ну вот так вот, друзья. Вот такой у нас ужин. На стол накрывать не буду пока. Ой. Ну что, уже поздно. Поздний ужин. Ну, конечно, и прибавляются килограммы. Сейчас покажу вам вблизи. Вот так вот, друзья. Хвастаюсь чем, что я сделала сегодня. Ну вот, друзья. На сегодня все. Я хочу с вами попрощаться. Сегодняшний день для меня закончился. Хоть и устала, но я благодарна Всевышнему, что я сегодня жила, что я сегодня могла что-то сделать, что сегодня я прожила еще один день. Хвала Всевышнему. Я надеюсь, у вас тоже все хорошо. И надеюсь, что у нас у всех будет все хорошо по воле Всевышнего. Ну вот, на этом все. Мира вам, друзья, добра и благоденствия. Вот как-то так. И как мама говорила, приезжайте в гости на ужин.